Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Авторивьера». Тема сегодняшней программы – летний курортный сезон в Абхазии. Начинаем мы снимать с таможенно-пограничного терминала на Псол и постараемся показать вам все глазами автотуриста. Многие туристы едут к нам на отдых на личном автотранспорте. На абхазской границе пограничники и таможенники работают очень слаженно. Простая проверка документов, и вы через несколько минут в Абхазии. Здесь в терминале какой-то визуальной информации для автотуристов мы не увидели. Впрочем, каждый из них может получить востребованную информацию в нужных объемах из различных источников в интернете. Наш маршрут в столицу, город Сухум. Протяженность пути 110 километров. В связи с многочисленными туристами, приезжающими в Абхазию, интенсивность движения автотранспорта в летний период возрастает, так как значительно увеличиваются и пассажирские перевозки, и грузоперевозки. Вот здесь извилистая дорога, крутой поворот, но он обозначен. К сожалению, не везде извилистая дорога и затяжные повороты обозначены. А вот участки дорог, которые ползут в сторону обрыва. Проезжать по ним очень неприятно, особенно если попадаешь на высокой скорости на вот такой поврежденный участок. Все пытаются его объехать. Поскольку дорожное полотно здесь узкое, при встречном движении объехать этот оползневой участок непросто. Вот этот оползневой участок находится на 10-м километре от границы Псол. Как правило, такие участки ползут в сторону обрыва, и если на скорости попасть на такой оползневой участок, автомобиль может изменить свое направление. Поскольку наша передача выкладывается на YouTube и ее могут смотреть потенциальные автотуристы, мы даем общую информацию. На всем протяжении автотрассы от границы Псол до Ингур довольно-таки много современных автозаправочных станций. Горючее, как правило, вполне нормального качества. Также достаточно мест общепита. Вот знак: населенный пункт город Гагра. В городе Гагра уже много туристов, в частности автотуристов, которые нас больше сегодня интересуют. В Гагре туристический сезон уже в разгаре. Это можно увидеть и по номерам регионов на автомобилях, да и просто на дороге много отдыхающих. Здесь, у колоннады в городе Гагра, мы проведем небольшой опрос среди автотуристов, чтобы понять, насколько им комфортно за рулем в Абхазии. Здравствуйте, вы откуда? Здравствуйте. С Нижневартовска, Хмао. Сколько были в пути вместе с отдыхом и прочее? 4 дня ехали сюда. Отдыхаем уже тут 2 недели. Это же полярный круг Нижневартовск. Да. Отдыхаем здесь. Вот приехали в Абхазию посмотреть. Очень красиво, понравилось. Везде побывали. Все места. Вот у нас тут машинка, гид у нас хороший. Ну все как общее впечатление от дорог, Отлично. от дорожной инфраструктуры? Отлично, все. Прием хороший. С автоинспекцией все Не, даже те, молодцы ребята, даже те это самое. В погреба зашли, попробовали, все очень вкусно, молодцы. Никакой этой туфты нету, короче, все отлично. Мы каждый год сюда приезжаем, отдыхаем, мне понравилось. Дорожные условия движения вот, у нас может быть... По сравнению с нашими дорогами здесь отлично. Здравствуйте, Здравствуйте. Вы откуда? Мы с России, с города Воронеж. С Воронежа, да? Да. Сколько добирались, сколько часов? Мы добирались, сколько мы? В 11 выехали, в 7 мы здесь были утра. Ага. В 11 вечера выехали, то есть ночи. Ну, это не очень далеко, да, в принципе. Не так утомительно. Ну, сравнительно, да. 1100 километров мы проехали. Сколько дней здесь?
Мы уже 4-й день здесь. Как состояние дорог, дорожной инфраструктуры? Но мы вообще первый раз сравнительно неплохо. Неплохо так. И смотрим, даже ремонт какой-то производится так. С автоинспекцией как взаимоотношения складываются? И еще не общались. Ну, это- Слава богу, может быть, да. Ну, это всегда хорошо, Да. если не беспокоит. Так нравится вообще здесь, мы в восторге. В восторге. И так, в принципе, и по дорогам смотрю, более-менее вежливый, все. Бензин как вам? Бензин очень нравится, дешевле, чем у нас. Вот. Ну, приятного вам отдыха, спасибо. Всего доброго. Здравствуйте, вы откуда приехали? Из Новосибирска. Сколько добирались с отдыхом там в целом? Добраться сюда, дня 3. Как здесь вот дорожная инфраструктура, дороги наши вот в Абхазии? Дороги хорошие, замечательная страна, отличные люди. Спасибо. Удачи. Откуда вы приехали? Мы с Тольятти приехали. Сколько добирались так в целом вместе с Но отдыхом? мы до Сочи доехали за 2 дня. Море чистое, да. А так в целом дороги, все так нормально? Да, шикарные, никаких пробок, ничего, едешь, кайфуешь. В столице не были? Нет, мы доехали до Пицунды только. Ладно, спасибо, Уф. Да, спасибо большое, Агата. Приятного отдыха. Да. Мы проедем через город Гагру, не поехали через объездную дорогу. Лучше посмотреть, как обстоят дела на дороге через сам город. Вдоль дорог припарковано множество автомобилей из различных регионов России. Уже довольно-таки много отдыхающих в городе Гагра. Это заметно невооруженным глазом. На дороге, идущей через город Гагра, скорость движения невелика. Тут доходит и до 20 километров в час. В общем, здесь всегда в летний период 30-40 километров – это средняя скорость, учитывая загруженность этой дороги. Если ехать куда-то подальше, то, конечно, лучше поехать через объездную. Эта дорога, конечно, поживописнее через сам город. Туристу есть на что посмотреть, но скорость движения вот такая вот. 30-40 километров в час. Летом, конечно, загруженность этой дороги вот всегда примерно такая. От Псов мы проехали 26 километров. Это вот примерно центр города Гагры. Вот указатель на Сухум. Протяженность пути 80 километров. В общем-то, весь город расположен вдоль дороги, но дорога, в общем-то, протяженная, довольно-таки длинная. Сейчас вот мы проехали развязку. Здесь поворот направо в направлении Пицунды. А так мы едем в направлении столицы. Проезжаем мост через реку Бзыбь. Здесь, кстати, бывают сильные порывы ветра со щели. И не помешал бы здесь дорожный знак «Боковой ветер». Если этот мост, да и Гумислинский мост разукрасить световой иллюминацией, это будет еще одна достопримечательность в ночное время. Нарушителей, как видите, везде предостаточно. Пересечь сплошную для них ровным счетом ничего не значит. Мы проехали сейчас Мюссерский пост, поворот на Мюссеру, едем прямо. Проезжаем 46-й километр от Псов. Но в целом мы, проезжая вот от Псов, можем заметить какие-то положительные сдвиги. Что-то сделано, косится трава вдоль дорог, где-то появились знаки, но разметку кое-где надо обновить. Ямочный ремонт требуется однозначно. Есть
очень нехорошие ямы. В принципе, знаков ограничения скоростного режима на дороге предостаточно. В целом, вне населенных пунктов скорость движения 90 километров, если нет дополнительных ограничений. А вот и дорожно-транспортное происшествие. Похоже, водитель автомобиля Mazda не заметил движущуюся перед ним спецтехнику. Надо быть внимательнее на дорогах, не отвлекаться. Удар был сильный, вот у спецтехники просто вырвало мост. Скорее всего, водитель отвлекся. Нам сообщили, что, к счастью, в этом ДТП пострадавших нет. По дороге очень много зелени. Хорошо, что вот сорняки вдоль дороги скошены и довольно-таки обочина чистая. Вот еще один нарушитель через сплошную полосу пролетел. А вот наши автотуристы едут пристегнутые, соблюдают скоростной режим, не переезжают через сплошную. Так что уважайте их на дороге. Домашних животных на дорогах Абхазии много, поэтому ожидать их следует всегда, и особенно в ночное время. Так что за рулем будьте предельно внимательны. Вот здесь тоже развилка дорог. Вдоль дороги у нас, в общем-то, везде красота. Не зря туристы ездят тихо, они смотрят по сторонам, так что не обессудьте их, если они едут слишком медленно. Сейчас мы въехали в город Гудаута. Пост ДПС уже не функционирует. На этой развязке следует быть повнимательней и соблюдать скоростной режим. Пожалуй, это самый опасный участок дороги. После выезда из города Гудаута нас ожидает камера с ограничением 60 км в час. Далее перед постом ДПС Приморская еще одна камера на 60 км в час. А уже за постом в поселке Приморское, в ненаселенном пункте, еще одна камера фиксации скоростного режима уже на 90 км в час. Затем проезжаем благоустроенный курортный городок Новый Афон. На серпантине, на так называемом тещином языке, не везде есть обочина. Часто за краем дороги глубокие канавы без ограждения. Особенно в ночное время при ослеплении встречным транспортом есть риск угодить в кювет. Перед Иширским постом мы встречаем еще одну камеру, установленную на скорость 90 км. А уже непосредственно пост ДПС в Ишере мы проезжаем соответственно установленным знаком скоростного режима. Проезжаем Гуместинский мост, далее едем по аллее. Здесь камера фиксации скоростного режима установлена на 80 км в час. В среднем время в пути от Псоу до города Сухум занимает около 1,5 часа при соблюдении скоростного режима. Расстояние 110 километров. Мы показали реальное состояние основной нашей республиканской магистрали. Тем автотуристам, которые увидят передачу в интернете, наши заметки, думаю, будут очень полезны. Далее смотрите в нашей передаче продолжение темы летнего курортного сезона с начальником госавтоинспекции Абхазии Баталом Агарба. Перед тем, как мы приступили к интервью с начальником ГАИ Абхазии Баталом Агарба, мы записали его импровизированную беседу с автотуристами, которые посетили ботанический сад в городе Сухум. Какая обстановка на дорогах, как относятся к вам сотрудники госавтоинспекции и другие участники дорожного движения? Сотрудники госавтоинспекции вас привлекали или, допустим, превышали свои полномочия? Какие нюансы так вкратце? Нет, ничего не было, езжу по правилам.
Никаких не было у вас, да, скажем так, контактов? А где это вас останавливались на велосипеде? На посту перед судом. На посту перед судом. Это сегодня да? Проверили документы, а что объяснили, зачем остановились? Просто проверка документов. Отлично, хорошо. Все нравится? Все хорошо, прекрасно. Спасибо. Хорошего вам отдыха. Четвертый день. А где вы отдыхаете, если на секрет? Вы автотурист. Можете вы сказать, вот вы находитесь уже четвертый день на территории Республики Абхазия, передвигаетесь по нашим дорогам. Вот ваше мнение по поводу, скажем так, дорожного движения непосредственно, а также отношение сотрудников госавтоинспекции к туристам. Более чем лояльно. Были моменты, когда никаких проблем вообще. Вас останавливали по каким-то причинам, нарушениям? Нет. За в этот 4 раз дня ни разу вас не остановили. остановили? Хорошо, Мимо спасибо. постов проезжаем, смотрим. Всего доброго, желаю, счастливо. Значит, останавливали. Нет, прям просто проезжаю мимо, окна открыты. Так. Все, спасибо вам большое. Хорошего вам отдыха. Город красивый. Вы в Сухуми отдыхали? Сухуми, да. Какие молодцы. В том году первый раз я приезжал в Гагры, в этом году решили посмотреть вот столицу Абхазии. Сейчас вот из... Можно так, я извиняюсь, можно такой вопрос вам задать? Вы могли бы сказать, вот как вот автолюбитель, да, вы являетесь сейчас вот, в период отдыха участником дорожного движения на нашей дороге. Что бы вам хотелось бы изменить, да, допустим, что бы хотелось, как вот, чтобы было удобнее, есть какие-то моменты, что вам, допустим, понравилось, что не понравилось, есть ли какое-то предвзятое отношение со стороны сотрудников госавтоинспекции? Были какие-нибудь? Предвзятого отношения точно не заметил. Ну, дороги, конечно, немножко получше бы, я поменьше. И поворотники не любят их смотреть. Не любит народ, да? Местные не любят. С сотрудниками госавтоинспекции были у вас какие-то за нарушения останавливали, говорили вам, что вот ваше водительское удостоверение мы изъявим в соответствии с Нет, законом? вообще ни разу не Нет, такого не было. Такого не было, да? Сколько ехали, ни разу никто не останавливал. Хорошо, спасибо вам большое. Хорошего вам отдыха, приезжайте когда-нибудь. Как вот ситуация на наших дорогах, как вы могли бы оценить, вот, как вот гражданин России, проживающий в Брянске, если сравнивать российский опыт ваш вот, с маленьким, коротким таким туристическим опытом в Абхазии? Ну, спокойно, в принципе, на дорогах у вас достаточно. Иногда, конечно, вводит немножко в транс и в ступор местные номера, когда видишь, когда вот эти вот обгоны сплошная начинаются, ну просто. И иногда просто, знаете, маловато знаков. Вот я еду по навигатору, мне навигатор дает там ограничение 40, да? Где знак, что? Ну, на всякий случай стараешься уже лишний раз это не превышать, да, не дай бог. Потому что самое, что плохое, это вот превышение скорости. Ну, у вас это вот видно невооруженным глазом такие вещи. А в целом, не, ну, как везде. А вот с сотрудниками госавтоинспекции за 4 дня какой-нибудь контакт у вас был? Пока опыта не было, спокойно стоят на постах, улыбаются, иногда даже машут, я притормаживаю, ну как привычно это у нас, да, въезжаешь в город, притормаживаешь немножко, ну вдруг остановят, ну всякое бывает, там или проверки, или что-то, притормозил аккуратненько, проехал, тебе улыбнулись, в ответ улыбнулся, все, поехали дальше. Спасибо вам большое, удачи, хорошего отдыха. Мы показали каждый проведенный опрос, и он перекликается с нашим опросом в городе Гагра. Аналогичные интервью с автотуристами у нас были и в прошлом году. Прослеживается положительная динамика в работе госавтоинспекции. Возможно, есть отдельные случаи некорректного отношения личного состава с водителями из России, но то, что среди опрошенных таковых нет, говорит о том, что в целом руководству ГАИ удалось переломить эту порочную практику. Наша передача в этот раз по летнему курортному сезону. Вот мы вчера проехались до ПСОЛ, чтобы от начала и до конца посмотреть маршрут. Побеседовали с автотуристами. Сейчас вместе с вами вот побеседовали с автотуристами. И отзывы по поводу работы вашей службы, в общем-то, положительные. Как ведется работа вот в этот сезон? Какие-то, может, новые подходы у вас? Безусловно, работа очень большая ведется для того, чтобы достичь такого результата, что в общении с гражданами, автотуристами, так называемыми, которые приезжают к нам на отдых, достичь такого результата, который у нас сейчас и есть. Очень много работы в преддверии самого летнего курортного сезона проводилось. И не сказать, что мы смогли достичь того результата, которого бы мы хотели бы.
У нас буквально недавно проходило совещание с руководством страны, Министерства внутренних дел руководством, где были поставлены очень жесткие нам задачи, которые необходимо нам выполнить их, как людям, которые находятся в погонах, как говорится, и абсолютно без каких-либо компромиссов в отношении наших коллег, которые нарушают, к сожалению, дисциплину, закон, порядок, подрывают честь офицера абхазской милиции, сотрудника госавтоинспекции. В этой связи политика очень жесткая со стороны Министерства внутренних дел. Если говорить о ряд мероприятиях, которые мы проводим для того, чтобы автотурист чувствовал себя комфортно, безопасно, чтобы его права не нарушались, не ухудшался его в связи с какими-то инцидентными сотрудниками госавтоинспекции его отдых в Абхазии. Сделано что? В первую очередь, в преддверии летнего курортного сезона приказом министра внутренних дел нами было принято решение изъять из пользования ручные радары Визир 1М, Визир 2М. Это практика не только, которая практикуется, скажем, у нас в Абхазии на данный момент. Эта практика сегодня имеет место в соседнем нашем государстве, дружественного Российской Федерации. На сегодняшний день скоростной режим фиксируется. Если вы обращали внимание, они у нас ежедневно увеличиваются, камеры на республиканской трассе. В городах и районах непосредственно отвечают за организацию безопасности и контроль скоростного режима только робот. Естественно, здесь коррупционная составляющая отпадает моментально. То бишь, на сегодняшний день нет никаких измерительной скорости со стороны госавтоинспекции ручного типа. Это исключено. И если наши граждане, допустим, увидят какое-либо нарушение, я прошу, чтобы они обращались в управление ГАИ. Номер, скажу, 325117. Еще раз повторю, 325117. На любые обращения, которые будут со стороны наших граждан и наших туристов, отдыхающих, будет реакция адекватная в отношении нарушителей порядка. Скажем, если он является сотрудником госавтоинспекции и позволил себе, там вплоть до возбуждения уголовного дела и увольнения, это даже не обсуждается. Это одно. Второе, что мы сделали непосредственно для того, чтобы изменить ситуацию на наших дорогах, я говорил это, второе, мы увеличиваем группировку камер, наша задача в первую очередь это организация безопасности дорожного движения на наших дорогах. Как вы видите, мы общались с туристами, они отдыхают в Афоне, в Гудаутах, в Пицундах, в Гаграх. Наши туристические, скажем так, места, куда люди ездят, протяженностью 50, 60, 40 километров. И вот этот промежуток необходимо обезопасить. В данный момент они обеспечиваются патрулями. У нас есть рота специального сопровождения, которая имеет возможность фиксировать скоростной режим за счет визиров 2М. Это подразделение у нас оснащено всеми необходимыми техническими средствами, регистрации, аудио, видео, вообще работы их непосредственно. У нас есть контроль над ними, из-за этого у нас есть такая, дана им возможность регистрировать скоростной режим. А также выявлять лиц, управляющих транспортом в нетрезвом состоянии. Введен новый план работы, он называется «Патруль». В чем его особенность? Его особенность заключается в том, что нет стационарных постов, которые ведут наблюдение и за выявлением нарушителей на дорогах по статье 119. Смысл этого мероприятия заключается в том, что силами роты специальных сопровождений около 10 и других ГАИ органов собирается такая мобильная группа из примерно 10-12 патрульных автомобилей, оснащенными непосредственно алкометрами, которые позволяют оперативно проверить водителя, не отрывая его от его дел и каких-то других моментов, проверить, он находится в трезвом состоянии, не в трезвом. В режиме патруля непосредственно разбиваются зона на сектора. Город, например, если возьмем, разбивается на 10 секторов и ведется патрулирование. Как показывают эти мероприятия, они весьма эффективны. Мы видим, что наши граждане на наши мероприятия создают в социальных сетях, в мессенджерах такие группы, где оповещают, там вот на вокзале на сегодняшний день проводится мероприятие, уважаемые водители, будьте аккуратны, там стоит милиция, объезжайте, если у вас есть нарушения. Как показывает это мероприятие «Патруль», оно обходит данные, скажем так, препон, который создают автолюбители, нарушители.
и позволяет привлечь к ответственности лиц, которые управляют транспортом, в том числе в нетрезвом состоянии. Также у нас что проводится? Вот мы видим, что большое количество транспорта у нас в городе Сухум с отсутствием регистрационных номерных знаков. Мы начали проводить мероприятия, делать срез, проводить статистику, с чем это связано. Как показывает наша статистика, на сегодняшний день на территории Республики Абхазия ежегодно заезжает вновь и оформляется около 5000 транспорта. Наши граждане проявили, скажем, низкую дисциплину в оформлении необходимых документов для того, чтобы исключить возможность управления транспортом в отсутствии регистрационных номерных знаков. У нас очень большое количество автостоянок, где непосредственно проводится торговля этим транспортом, и каждый гражданин, который хочет приобрести себе, садится, проверяет, тестирует данное транспортное средство и выезжает на дороги городов и районов без регистрационных номерных знаков. И если покупает, после этого тоже есть тот период необходимый, который ему не ездить, получить соответствующие документы, после этого он пренебрегает ими, и получается, что у нас в городе есть количество транспорта с отсутствием регистрационных знаков. Что мы сделали для того, чтобы как-то минимизировать данный фактор и создать необходимую дисциплину на наших дорогах? Мы обратились в Государственный таможенный комитет для того, чтобы они выдавали так называемые ТКшки. И вот на лобовом, если вы обращали внимание, стоят формата А4 номерной знак бумажный, который говорит о том, что данное транспортное средство заехало на территорию Республики Абхазия и имеет право от 5 до 10 дней передвигаться с данным временным таможенным номером до оформления всех процедур таможенных и непосредственно в оформлении управления ГАИ. Вот такая работа нами была проведена. Мне кажется, что есть еще категории, которые из-за камер фиксации тоже снимают номера молодежи. Есть такая категория, безусловно, это, скажем, бич общемировой практики, и мы с этим боремся непосредственно. Если вы обращали внимание, на постах бывают и подложные номерные знаки, бывают, когда задний номерной знак снимают, это с целью, да, уйти от ответственности. Но выявление такого нарушения проще, оно очевидно, и когда выявляют человека, там штрафа от 3 до 6 тысяч рублей, и человек несет такой же штраф, такое же нарушение, его привлекают к ответственности. И в этом плане работа очень большая проведена, и план-патруль показал свою эффективность в этом направлении. В нашей практике необходимо получить информацию, если наш сотрудник нарушил права автолюбителя, туриста. И как ее получить? Не все, к сожалению, граждане обращаются о том, что их права были ущемлены сотрудникам госавтоинспекции. И, к сожалению, великому сожалению, я подчеркиваю это, тот сотрудник, который пренебрег правилами, уходит от ответственности. Хотел бы обратить внимание наших граждан, что необходимо обращаться к органам внутренних дел. Тут мы практикуем уже 2-й год. Тут подобный буклет, он у нас в 3 раза больше в формате будет развешан на всех таких активно посещаемых туристических местах, будет развешан на всех стационарных постах. Там есть номер телефона, куда необходимо нашим гражданам обратиться, и на все те нюансы, которые там возникают, будет соответствующая законная реакция, без всяких компромиссов по отношению к нашим служащим. Мы заинтересованы для того, чтобы избавиться от тех нерадивых, назову вещи своими именами, наших коллег, чтобы навсегда закончить с этой темой предвзятого отношения к нашим туристам и к нашим гражданам, безусловно. Как вы смотрите на подобные, допустим, таблички, знаки, дополнительно к знакам, например, опасный участок дороги, опасный поворот, затяжной поворот? Вот их, мне кажется, очень не хватает. Есть даже по республиканской трассе пару затяжных поворотов и извилистых дорог, где, в общем, даже нет знака извилистая дорога или поворот. Ну, есть такие там единицы, но есть. Но они очень, особенно в ночное время, я считаю, опасны. Есть даже вот такие повороты, где в противоположной стороне нету защитных ограждений. Ослепили его или зрение недостаточно.
То есть он теряет дорогу, вот есть пару таких участков. Да, непосредственно есть участки на республиканской трассе, на дорогах городского районного значения, где необходимо дополнить дорожные знаки информационного, скажем так, значения, предупреждающего, ограничающего. В первую очередь мы туристическая страна, и мы должны понимать, что не все наши туристы знают маршрут направления того или иного туристического, скажем так, объекта. И нам необходимо увеличить в разы информационные знаки, которые будут обозначать тот или иной туристический объект. В этом направлении управление госавтоинспекции провела необходимую работу для того, чтобы создать эти условия. Была создана смета, она передана в дорожный фонд, передана Абхазавтодор. Мы ждем, к сожалению, не успели. Дорожные информационные знаки, они заказаны, должны были уже стоять, но, к сожалению, финансовое обеспечение своевременно не поступило. Мы думаем, неделя-два они будут уже установлены, и наши граждане воочию это все увидят. Вот на государственной границе на ПСО тоже вот разметка, уже видно, надо ее освежить. И, в общем-то, это везде, по-моему, с разметкой. На сегодняшний день, если говорить о техническом обслуживании республиканской трассы, ее разметки, вы видите, у нас в городе ее нет. На центральной улице, столицы нашей страны, к сожалению, с этим дорожные службы не подспевают, обуславливают это тяжелой материальной, скажем так, известное положением, это дорогостоящее, но мы выбили, скажем, непосредственно работы по республиканской трассе. Если вы обратили внимание, участок дороги в Сухумском районе республиканской трассы до Гудаутского района в данный момент проводятся работы, наносится дорожная разметка. И так она будет, я думаю, что к концу этой недели дорожная разметка республиканской трассы Сухум-Псоу будет закончена. Хотелось бы сказать, что по своей практике вождения я вижу, что по поводу пересечения осевой, конечно, там есть куда расти, потому что у нас не очень привыкли люди соблюдать вот эту осевую, это заметно просто по любой нашей картинке. Есть, я объясню, почему даже вот в этом плане у нас дисциплина чуть не даже опущена. Если говорить о скоростном режиме, вы обращали внимание, как на тех местах, где установлена автофиксация, люди сбрасывают скоростной режим. Нам необходимо для того, чтобы поднять дисциплину в выезде на встречную полосу, увеличить эту группировку. Человек знает, что на данном участке нет камеры, которая позволит его выявить нарушение, и нарушает. Если мы увеличим, как это в наших планах, конечно, в наших планах было уже довести до 100 единиц камеры автофиксации нарушений, но, к сожалению, мы их пока довели до 15 единиц. Осевую не фиксируют, и в этой связи из-за этого у нас просела дисциплина вот в этом направлении, но я надеюсь, что это вопрос времени, короткого периода времени. Мы за этот период необходимую эту дисциплину нагоним за счет внедрения в эту систему выявления данного нарушения. Даже невооруженным глазом мы увидели, что, в общем-то, есть много положительных вещей. Например, обочины подкосили, там нет зарослей, кустики подстригли. По республиканской трассе, в общем, в целом так нет таких зарослей каких-то, даже цветы где-то посадили. Да, по республиканской трассе, скажем, дорожные службы держат контроль неплохой. Хотелось договорить те нюансы, что мы делаем для того, чтобы, скажем, минимизировать тот негативный фон, который возникает за счет нерадивых действий тех или иных, скажем, наших сотрудников госавтоинспекции, от которых мы хотели бы избавиться, прежде чем их необходимо нам выявить, чтобы избавиться. Служба собственной безопасности и управление по личному составу, за ними очень большая, скажем, такая нагрузка в этой части. Это непосредственно их задачи. Воспитание личного состава и привлечение к ответственности тех или иных наших коллег, которые пренебрегают действующим положением, законом милиции и всеми остальными нормативно-правовыми актами. Конечно, бы хотелось, чтобы более внимательно наши граждане относились к этому и более конкретно, говорили, в какое время, в какой день, какой бортовой номер того или иного патруля, звание. Каждый сотрудник обязан представиться
при непосредственно общении с гражданином за то или иное нарушение, запомнить его и обратиться. Номер мы вам дали, куда необходимо обращаться. Попросил бы вас, пользуясь случаем, чтобы, насколько это возможно, распространить, чтобы это дошло до наших туристов, до наших граждан. И если есть нарушения, то чтобы о них сообщали. Мы эти выявленные нарушения с помощью наших туристов или наших граждан и самих нас будем непосредственно не скрывать, мы будем открыто это говорить, показывать в нашей рубрике Министерства внутренних дел дежурная часть, в других. Мы заинтересованы в этом, еще раз хочу обратить внимание, и ничего зазорного в этом нет, если гражданин сообщит о том или ином неправильном действии сотрудника милиции. И если мы хотим что-то изменить, мы должны делать это все вместе. Ну, в этом направлении, если будет такое устойчивое движение с вашей стороны, конечно, это очень положительный факт. И Оно уже есть. да, оно уже есть, это мы вот по отзывам даже автотуристов в этом году, да и в том году тоже. Ну, прогресс налицо, успехов Спасибо вам большое, мы стараемся. Спасибо большое. Наша передача подошла к концу. Желаем всем счастливого пути.